Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие посвящено творчеству Виктора Олеговича Пелевина. Родился Виктор Олегович в 1962 году в Москве. В 1979 году закончил среднюю школу номер 31. С 1979 по 1985 годы учился в МАИ. В 1989 году поступил в литературный институт имени Горького, но был отчислен. С 1989 года работал штатным корреспондентом журнала Face to Face в течение года. С того же времени сотрудничал с различными газетами и журналами, выходящими в городе Москве. Несколько лет являлся сотрудником журнала «Наука и религия». Виктор Олегович Пелевин наш современник, то есть он живет и пишет свои произведения по сей день. В 1989 году было напечатано первое произведение Виктора Пелевина «Колдун Игнат и люди». После Пелевин публиковал свои рассказы и повести каждый год. Первый роман «Амун-Ra», вышедший в 1992 году, возымел большую популярность в народе и был удостоен 2 литературных премий «Интерпресс-кон» и «Бронзовая улитка». Пелевина можно отнести к числу поэтов-постмодернистов, хотя его творчество невозможно характеризовать столь однозначно. Его произведения столь разнообразны, что не укладываются в рамки какого-либо одного направления. Виктор Пелевин – один из немногих российских писателей, популярных за рубежом. Более того, зарубежная критика относится к Виктору Олеговичу намного лояльнее, чем отечественная. Для пелевинских публикаций характерен мгновенный успех у читателя и резкий отпор критиков. Говоря о Пелевине, можно воспользоваться словами Игоря Северянина: «Моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант». Типы героев произведений Пелевина соответствуют типам современных ему людей: бизнесмены и бандиты, телекомментаторы и наркоманы, креаторы и чечены. Этого мало, пересекаются реальности, а герои испытывают самые неожиданные метаморфозы. Люди превращаются в насекомых, герои компьютерных игр в людей. Политическая жизнь страны создается руками пиарщиков и системных программистов. Создает эти самые метаморфозы Пелевин, обращаясь к религиозным и философским темам, представляет мир через призму мифологии. Основной темой пелевинского творчества можно считать буддийский тезис «Мир – это только мое впечатление». Виктор Пелевин отрицает эту реальность и одновременно создает новый идеальный мир. Пелевину удалось синтезировать теоретические постулаты буддизма с философско-художественной практикой барокко, которая выражала растерянность и смятение человека перед миром и самим собой, и была занята метафизикой бытия. Но Пелевин, противореча принципам понятия религии, преподносит буддизм как негативное, а не позитивное учение. Он не понимает того, что путь к осознанию великой истины лежит через возвышение и облагораживание натуры. Он не повествует об истоках буддизма, о великом сострадании человека, его словно не волнуют вопросы нравственности. В результате его произведения получаются хулиганским, легким. Видимо, именно поэтому творчество Пелевина так популярно среди проблемной молодежи. После его книг жизнь кажется проще. Для произведений Пелевина характерно наличие неоднозначной, определяющей некоторые ориентиры речи. В некоторых словах и выражениях можно найти явные намеки на действительные события личности. Даниил Хармс, Данте, Филипп Гласс, критик Андрей Немзер фигурирует в текстах Пелевина как недотыкомзер. Также в текстах Пелевина присутствует множество ненормативной лексики. Произведения Виктора Олеговича сочетаются и отражают реальность, жизнь на стыке миров. Меня не столько интересует формальный диагноз, сколько та внутренняя причина, по которой человек выпадает из своей нормальной социально-психологической ниши. Часто поднимаемая Пелевиным проблема жизни на сломе эпох отражается в таких его произведениях, как «Принц Госплана», «Амун-Ra», «Generation P», «Миттельшпиль» и другие. Советская власть не смогла изменить реальность, она видоизменила создание людей. И именно такие люди, находящиеся в плену у собственного сознания, являются героями многих произведений писателя. На примере представленных произведений хотелось бы разобрать творчество Пелевина. Амун-Ra. Главный герой Амун Кривомазов. С детства мечтает о космосе и, пытаясь осуществить свою мечту, поступает в летное училище имени Алексея Моресьева, где будущих пилотов учат не только полетам, но и подвигам, всецело и безотказно отдаваться воле Родины, порой даже жертвуя своей жизнью.
Государство в романе – колоссальная, всепоглощающая конструкция, создающая миф о социалистических подвигах путем тоталитарного обмана и мистификации, эксплуатирующая живых людей в качестве автоматики. По признанию самого Пелевина, в книге использована идея тоналя, обозначающего в символическом смысле коммунистическое общество «Советский космос». Книга посвящена героям советского космоса, но не космонавтам, а обычным людям, жившим в обособленном советском космосе. Вся жизнь ОМОНа зависит от тоталитарной системы, но параллельно ей в романе присутствует и мир, созданный сознанием самого героя. ОМОН все воспринимает по-своему, и очень часто его впечатления отличаются от реальности. Кульминацией же является осознание ОМОНом того, что действительность, навязанная ему системой, существует только в его воображении, после чего он очищает свое сознание. Разделение миров наблюдается и в имени главного героя. ОМОН – человек преданный и подчиненный системе. Ра – составляющая божества, свободного от посягательств со стороны режима. Принц Госплана. Как и в романе Амон-Ra, в повести «Принц Госплана» доминирует одна реальность, из-за чего другая кажется иллюзорной. Главный герой Саша Лапин, программист Госнаба, будто существует только в границах компьютерной игры. Эта компьютерная реальность аналогична советской. Она давно навязала своим людям свои правила игры. Проблема в том, что герои повести не видят выхода и принимают правила игры как единственно возможные. Цель игры превратилась в смысл жизни главного героя. Повесть отображает состояние загубленного сознания. Сценарий жизни героев этой повести контролируется невидимым программистом. Generation P. Как и в других предыдущих произведениях романе, центральной идеей является идея несвободы, порабощения сознания, только теперь уже не со стороны государства, а со стороны получивших свободу СМИ. Также Пелевин касается вопросов потребления и потребительства, размышляет над теориями заговоров, рассуждает о роли наркотиков в творчестве, о СМИ и его влиянии на людей в постсоветском периоде. Роман – это призыв к рефлексии среди вызовов по потреблению, русская самоирония, ставящая под вопрос высокомерие и гордость обидчивой державы. Это констатация полного отстоя среди обещаний скорого процветания. По роману снят фильм с одноименным названием. С развалом СССР период доминирования одной реальности над всеми сферами жизни закончился. Стали проявляться второстепенные, ранее незаметные миры. В такую эпоху Пелевин, исследующий сочетание миров, закономерен, как и боевик про Ирак или Косово. В постсоветской России существовала проблема определения общих ценностей среди людей. Произведения Пелевина и вся постмодернистская литература мелкими шагами своеобразно определяет русские ценности. Писатель дает читателю возможность смотреть на себя и своих соотечественников со стороны. Писатель Виктор Пелевин настолько долго и умело мистифицировал публику, что среди его юных поклонников даже бытовало мнение, что реального Пелевина не существует, а романы под этим именем пишет чуть ли не компьютер. Виктор Пелевин постоянно ходит в черных очках, не дает интервью и вообще не распространяется о своей личной жизни. Поэтому и возникают такие слухи. Язык Пелевина. Изъясняется он на блатной фене, перемешанной с абстрактными понятиями. Часто повторяет: если у нас такой серьезный базар, если говорить по-серьезки, меня вот такая мысль прорубает. Сказал так конкретно. Меня что пробило? Фишка в том... Пелевин всегда утверждал, что объективной философии не существует, поэтому сам часто предпочитал исчезать. Чего не любил, не любит Виктор Пелевин. Пелевин ненавидит давать интервью, почти не подходит к телефону, не любит фотографироваться и часто носит темные очки. Даже Ричард Авидон, который делал его портрет для Нью-Йоркер, не мог заставить снять его темные очки. Человек-невидимка. Может быть, никакого Пелевина и вовсе не существует. Есть одна пустота. А может, за всеми этими загадочными маскировками прячется совсем что-то несложное.
О работе. Он не может представить себе жизнь, в которой надо было бы вставать и куда-то походить по утрам. Я вообще никогда не работаю. На самом деле Пелевин работает постоянно, и не только тогда, когда пишет, но и когда разговаривает. Откровение. Я сентиментален, если вы понимаете, что я имею в виду. Я люблю страну, но не переношу того, что в ней происходит. Я не левый и не правый, просто сегодня я сижу дома, пропадая в этом безнадежном экране. Читать никому не вредно, как сказал один человек сегодня. Только вот читать, кроме Ерофеева «Москва-петушки», нечего, а переваривать эту бредятину, написанную по Синьке, совсем неохота. Хочу что-нибудь из Баха. Он мне так классно поднимает настроение. Творчество Пелевина. Премии. Великое кольцо 90 за рассказ «Реконструктор». Золотой шар 90 за рассказ «Затворник и шестипалый». Великое кольцо 91 за повесть «Принц Госплана». Малая букеровская премия 92 за сборник «Синий фонарь». Великое кольцо 93 за рассказ «Бубен Верхнего мира». Бронзовая улитка 93 за повесть Амон-Ra. Интерпрескон 93 за повесть Амон-Ra. Интерпрескон 93 за рассказ «Принц Госплана». Странник 95 за эссе «Зомбификация». Странник 97 за роман «Чапаев и пустота». Журнал «Нью-Йоркер» назвал его в числе 6 лучших молодых писателей Европы. Английский издатель Пелевина Том Берчин считает, что для русского автора пелевинский успех на Западе очень внушительный. Пелевин на сцене. В театре клоунады Терезы Дуровой состоялась премьера спектакля «Чапаев и пустота». Спектакль поставлен по одноименной книге Виктора Пелевина. Несмотря на дорогие билеты, а они стоили в среднем по $100, в зрительном зале не было ни одного свободного места. Новый роман Пелевина рассказывает о манипуляции сознанием, результат которой должен доказать его сознание полное отсутствие. Как всегда у Пелевина этот космический ноль надет на общеизвестных фольклорных персонажей. Русский модернизм и Виктор Пелевин – это культурный прогресс к суверенности искусства, к свободе мысли. Это остров скептицизма и иронии в море официального пафоса и ура-патриотизма. Это взгляд со стороны определений неопределенности и критика общества потребления. Домашнее задание. Записать основные сведения из биографии Пелевина, составить аннотацию на одно из произведений Пелевина. Спасибо за внимание. До встречи.